Аслан Лапинагов, один из лучших дзюдоистов страны, становился призером чемпионатов России и Европы. Готов в случае чего выйти на поединок с Владимиром Путиным. Чего вы боитесь? Высоты тоже боюсь. Но если серьезно, то, наверное, за семью переживаю больше всего. А так нет у меня страхов. Чем бы вы занялись в последний день своей жизни? Дзюдо. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь? В детстве, наверное, как, не знаю, я вот в детстве мечтал купить машину. Купил машину, мечтал купить квартиру, купил квартиру. Ну, всякие такие мечты. Что бы вы могли сделать ради любимого человека? Ради любимого человека, наверное, все, что реально можно сделать, все бы сделал. Как вы выбрали свой вид спорта? Я не выбирал, можно сказать. Я игрался во дворе, и ребята шли на пробежку, я с ними как пошел и примкнул к ним и пошел с ними в зал. Если бы вы могли приобрести способность супергероя, что бы вы выбрали и как использовали бы? Ну, я не знаю, если бы был такой супергерой, который лечит больных, я бы, наверное, стал бы таким и лечил бы людей. Сбылось ли хоть одно новогоднее желание? Сбудется в этом году. Но это пока, наверное, секрет. Если бы у вас был $1 000 000, на что бы вы потратили? На что бы я потратил? Наверное, бы в первую очередь родителям бы купил квартиру и машину, и потом бы уже сам обустроился. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Ну, я думаю, что существует, но я не дружу с девочками. Поехали бы на Олимпиаду под нейтральным флагом? Да. Человек всю жизнь идет к этому. Ну, это я свое мнение выскажу, наверное. Человек всю жизнь идет к этому. И некоторые люди осуждают людей, ну, спортсменов, которые хотят ехать под нейтральным флагом. Я, наоборот, поддерживаю. Человек всю жизнь идет к этому, и вот ради этого не ехать, ну, я не знаю. Думаю, человек должен свою мечту исполнить. Как относитесь к женщинам за рулем? Нормально отношусь, у меня супруга тоже за рулем. Последний фильм или книга, которые вас потрясли? Какой я смотрел? Вот этот «Дангал» называется, индийский фильм. Ну, вот первая женщина с Индии, на реальных событиях, которая на Олимпиаду выступала на Олимпиаде. Вышли бы на поединок с Путиным? Почему нет? Если жить не в Осетии, то где? Я не знаю даже. За границей много где бывал, но не хотел бы нигде жить, честно. Я вот всегда задумываюсь, когда где-то бываю, но не хочется никуда. Приходилось ли вырубать соперника? Было удушающе. Душил, что человек засыпал. Было один раз такое тоже, да. На соревнованиях это давно было. За каким спортом, помимо своего, вы следите? Сейчас все болеют за Мурата Гассиева. Мы с ним еще в школе вместе учились тоже, да. В параллельных, потом последние 3 года в одном классе. Станет ли когда-нибудь дзюдо популярнее борьбы в Осетии? Я считаю, что сейчас популярна как борьба. Может, борьба чуть-чуть популярнее, но я думаю, в скором времени молодежь подрастет и станет популярной. Приходилось ли выходить на схватку с травмой? Слава богу, травм у меня серьезных не было, но вот в 2017 году на чемпионате Европы палец травмировал и так боролся.